Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, я в эфире. Супер. Так, все, я себя вижу, я себя слышу. Отлично. Как вы меня видите, как вы меня слышите? Так, как найти? Ассаламу алейкум, ассаламу ашвар. Ва алейкум салам. Как найти? Ва алейкум ассалам. Всех приветствую. Так, ассалам алейкум, Нейнош, как обычно успел, Митхунчик работает. Ва алейкум салам, Ишигант. Мартира Карл. Винчестер, абсолютно с тобой согласен. Самая хорошая фишка — это фейки. Народ хавает. На этом и держится путинский режим. Александр Белый. Доброй ночи, Аслан. Слышим и видим. Привет, Александр. Все отлично. Аслан, респект, говорит мистер Робот. Кирилл Кирилюк говорит, хорошо слышно. Рамзат Магомед, ассаламу алейкум, босс вубаца, говорит. Ва алейкум салам. Да, нормально. Диккоб. Так, видео, ассаламу алейкум, здравствуйте всем, говорит. Квас, зачем сразу в Африку? Так, у вас здесь уже своя беседа идет. Вильписин культа. Ассаламу алейкум, Аслан. Чат. Ва алейкум салам, Вильпес инкульта. Адам, ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам, Адам. Умар Абу Дагестани. Ассаламу алейкум, брат, как ты, как здоровье? Ва алейкум салам, брат, все отлично, спасибо. Все с каждым днем все лучше и лучше. Ночью из Германии. Ассаламу алейкум, Машвуад Аслам. Ва алейкум салам. Леди 1974. Машвуад Аслам Бей и все остальные. Ва алейкум салам. Машал хиль, леди. Так, ассаламу алейкум, Аслан Бей, Азери Турку. Ва алейкум салам, Азери Турку. Сэм Винчестер, ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам. Аслан, вторым государством в Ичкерии английский как относишься? Как в Сингапуре переучить всех? Я очень хорошо отношусь. Английский язык — это язык на сегодняшний день международный язык, это основной язык. И нам было бы очень хорошо, если мы на уровне русского владели бы английским. Кстати говоря, я был в Вильнюсе, в Литве, и там молодые все говорят на английском, на русском почти никто не говорит. То же самое в Грузии. Вот именно молодежь очень хорошо говорит на английском. Поэтому я считаю, английский язык нам будет самое то, что нам нужно. Так, Митхунчик работает. Дику, наблюдая за твоей деятельностью. Журналиста, пропагандиста размазал ты не слабо. Аллаху атту бойлха. Да так, немножко размазали мы его. Лайк поставил, билет куплен. Да, кстати, господа, кто не купит, как это там в фильме, помните, было? Кто купит билетов, тот получит водокачку, что ли? Так, делитесь видео, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, говорит Ичкерия Лайф. Полностью с ним согласен. Чинго, алейкум салам, раматулла. Хамзат Кило, ассалам алейкум. Мистер Робот, дал мулай, Уэрсимот, Вишвайн, дал мула. Так, Мартира Карл. Я жил среди арабов, врагу не пожелаю, говорит. Ну, арабы тоже разные бывают, не будем обобщать. Персона нон грата. Аслан, мне всегда приятно видеть тебя. Это знак стабильности. Да, спасибо. Так, мистер Робот. Я сейчас живу среди арабов, не так давно чеченца одного убили. Дал Гештольцун. Да, бывает, всякое бывает. Конечно же. Не можем же мы за один единичный там какой-нибудь случай обвинять всех арабов. Маш Вовель Аслан говорит, Ичкерия Лайв. Дейлер Салам Ашал Воль Ичкерия Лайв.
Алекса, ассалам алейкум, ассалам ва алейкум салам, Алекса. Чоди кухаму сега. Чадик дикдуй. Вас квас. Кто купит билетов в пачку, тот получит водокачку. Да-да-да. Так, сейчас я посмотрю, сколько вы мне тут лайков поставили. А ну-ка. 52 лайка, 300, сколько нас? 326 смотрит. 52 лайка. 340 уже смотрит. 88 лайков. О, молодцы, давайте. 97. Это видео с Канады чеченца, говорит. Это я не понял. Аслан, как думаете, имам Шамиль сдался в плен или же это наговор? Дарт Вейдер БВБ говорит. Да, конечно, имам Шамиль сдался в плен, и об этом известно. Если бы его пленили бы, я думаю, ну, есть такая версия, что имам Шамиль не сдавался в плен, и что его вызвали на переговоры, и он был пленен. Конечно же, то, что Россия это может, российские там военные это могут сделать, это вообще даже не обсуждается. Конечно, могут, такую подлость они всегда делали, делают и будут делать. Но вопрос в другом. Он находился в Калуге, жил в Калуге, потом уехал в Саудовскую Аравию, в Мекку, где умер. Ну вот, я думаю, он бы сообщил бы, что он был пленен. И да и наши, которые оставались после его сдачи в плен, наши, наверное, бы знали бы, да, какую-нибудь весточку. Сразу, если убили бы, то да, тогда как понятно. Поэтому я считаю, конечно же, он сдался в плен. Так, Алекс взаимно. Митхунчик работает. Аслан, есть новости по Тимирбаеву? Как ты думаешь, его уже убили? Митхун, да, говорят, его убили, и пока больше новостей никаких нет. Но есть другие новости Шалинского района со Старых Атагов, о котором я сейчас отдельно все расскажу. Опять начинаются пытки, похищения. Были похищены 10 молодых людей только со Старых Атагов. Об этом я сейчас тоже буду говорить. Так. Мурат Мурзаев. Ассаламу алейкум и приветствую всех. Ставьте лайки. Друзья, давайте поддержим нашего брата Аслана. Ва алейкум салам, Мурат. Ночью из Германии. Аслан, ты видел эфир Ислама Кадырова и Чингиза? Да, видел. Два мерзавца сели и разговаривали. Один мерзавец делал вид, что он сожалеет о том, что он там сделал. Второй мерзавец пытался как-то быть независимым, объективным журналистом, которого, если даже 3 раза переплавить и собрать, не получится никакой журналист. Журналист, как и правозащитник, это целая философия. Этот человек живет этим. И это карманные пропагандоны, которыми туда-сюда могут как угодно использовать. Видел, да, видел. Так, Анзор Рено, плохой левый чеченец канат, ладно. Кадыров капут, не русский, говорит. Возле Уэль, так, проехали. Абу Ахмад. Аслам, была ли какая-нибудь польза для нас от пикета в Вильнюсе? С уважением, говорит Абу Ахмад. Что значит польза? Ну вот многие увидели, как надо разговаривать с пропагандистом российским, да, из «Известий», по-моему, он был. Я им сказал, что я о них думаю. Не знаю, польза это или нет, но вся проблема, знаете, почему я вообще этим начал заниматься? Вся проблема в том, что мы вообще молчим. Мы пережили шок, мы пережили геноцид и в очень тяжелом состоянии находимся. И за вот то, что человек говорит, да, правду, просто слова, да, за это убивают.
Здесь в Германии убивают, тем более во временно оккупированной ЧРИ, и в России то же самое. Поэтому люди не говорят то, что делать. И получается, что вот выгоняют всех людей на митинги, растет поколение новое, и никто ничего не знает. Не знает, что колонны, которым давали коридор гуманитарный, бомбили. Не знают, что Норд-Ост сами ФСБшники организовали, там путинцы организовали. Не знают, что Беслан организовали, взрывы домов организовали, сами же все это не делали. И, конечно же, нам нужно в этом плане как-то вести контрпропаганду. И вот, ну, и дело должно, все должны понимать, что речь идет не гражданская война, да, что какие-то чеченцы, которые не могут жить просто без России, они просто умирают без России. Вот эти чеченцы убивают тех чеченцев, которые там какие-то радикалы, фундаменталисты, какие-то там сепаратисты, там, каратисты, вот их убивают. Ну, дикие. С этой стороны, с этой стороны, ну, они же дикие чеченцы, да, мы все знаем, что они дикари. И как бы тут старший брат русский, он помогает нам как-то урегулировать вопрос. И вот он построил нам города, заводы, фабрики. Вы же спорили когда-нибудь с русским? Они говорят, мы вас учи, образование вам дали, заводы, фабрики построили, ну и так далее. И получается, ну, реально некому сказать слово. Вот поэтому, как бы, мы говорим это слово. И сегодня то, что мы можем, это говорить, да, и вот поэтому мы говорим. Польза какая-то от этого будет? Ну, я не знаю, кто-то возьмет на вооружение какие-нибудь мои тезисы, какие-нибудь мои там аргументы. Вот именно чат-рулетка чем хороша? Не этого человека, собеседника переубедить, другие, которые смотрят, видят, какие аргументы я привожу. Я прожил всю свою сознательную жизнь в России, и постоянно у меня вот бывали вот эти ну, дискуссии, скажем так, по разному поводу. И как бы кому-то от этого будет польза, да, особенно для подрастающего поколения. Поэтому я считаю, что надо говорить. Да. Одного меня, конечно, недостаточно будет, чтобы что-то изменить, но потихоньку наберется критическая масса, и мы все поймем, что мы находимся в тяжелейшем положении, и наши права ущемлены. И мы, конечно, установим свои права. И это не зависит ни от меня, ни там, от там, других, там, которые были до меня, которые придут после меня. Наша задача, наши права отстаивать. Мы их будем отстаивать. Потому что по отношению к нам совершено вот вопиющее нарушение прав. Нас, ну, просто оболгали, геноцид сотворили. Просто нас расчеловечили, оболгали. Ровно наоборот. Вот смотрите, я вчера читаю статью украинскую. Разрешили фотографироваться в Украине в хиджабе. Это как бы ни в коем случае не нарушает правила по выявлению человека по фотографии, даже если закрыты там волосы. Потому что достаточно сейчас такие технологии, достаточно там размер глаза, ушей, носа, и быстренько компьютер сам определяет, что это за человек. Сейчас есть такие, да, условия определения лица по фотографии. Украинцы, которых называют фашистами, которые вообще ничего не терпят, ну просто звери. Ну, да, если не знать украинцев, не знать русских, или там просто верить вот этой российской пропаганде, то можно подумать, что украинцы самые страшные люди на земле. И они выбирают себе президента еврея. Представьте, это те фашисты, которые вот просто там убивают за то, что ты говоришь на русском языке. И это говорит о том, что вот абсолютно белое, не серое, не коричневое, не там темно-синее, еще какой-нибудь цвет, абсолютно белое, путинская, ФСБшная, русская пропаганда может сделать абсолютно черным. И наоборот, черное может сделать белым. Вот точно так же мы, чеченцы, это без преувеличения, это без каких-то национальных там
гордыни какой-нибудь. Просто я говорю, мы абсолютно адекватный культурный народ. Мы намного культурней, намного воспитанней многих, с кем мы проживали вот в одной стране, вот этой тюрьме народов. И, конечно же, когда нам рассказывают, что мы террористы, что мы какие-то там убийцы, что мы убиваем просто ради того, чтобы убивать там и так далее, то многие, которые не знают нас, которые никогда в жизни не видели живого там чеченца, только там по телевизору там видели, с комментарием там какого-нибудь российского пропагандиста, что вот они такие все плохие, сякие, то возникает у многих вопрос, да, это опасные, плохие люди, неуправляемые там, ну и так далее, это вы все это знаете без меня. И именно поэтому я занимаюсь этим, именно поэтому я говорю русский терроризм, потому что на нас это говорили, мы ничего не оставим, ни одну слезинку нашего ребенка, ни одну каплю крови нашего погибшего, женщины, мужчины, защитника нашей страны, ни одно слово мы им не оставим, потому что мы имеем такие же права, как они, у нас есть такое же право на свое государство. Даже больше, чем они имеют это право. Поэтому будем как-нибудь доносить правду. Александр Белый, спасибо вам, Аслан, за ваше здравое дело, что вносите ясность и правду. Спасибо, Александр, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Митхунчик работе, ты на каждое сообщение отвечаешь, Аслан. Это заслуживает уважения. Ну, поздороваться надо со всеми. Это все вопросы к моей маме. Воспитание. Так. Ох, Аслан. Это ник. Аслан, модераторы. Ассаламу алейкум, братья. Ва алейкум салам. Так, я перемотаю наши сообщения. Очень много. Так, поехали. Так, Байсунгур Джантаев спрашивает. Аслан, почему Масхадов позволил группироваться отдельные группировки, не подчиненные на Масхадову? В итоге вышло из того, мы видели и хвастаемся, что была свободной. Байсангур, ну не совсем так. Во-первых, смотрите, мы жили в свободном обществе. Не может прийти Масхадов и сказать, теперь вы будете делать, как я скажу, а тот, кто не будет делать, того там казнить, бить током и так далее. Тем более, это было не просто оставленное без внимания чеченское государство, чеченское общество. Над нами вот все это время, я у себя тут в стриме рассказывал, и раньше я учился в 98 году, когда еще в Санкт-Петербурге, меня склоняли к сотрудничеству ФСБ. И мне ФСБшник прямым текстом, 98 год, когда у нас Ичкерия независимая, оккупационные войска покинули нашу территорию, мне говорили, что вот 90, скоро будет Чечня опять в составе России, и мы тебе сделаем карьеру, там будешь расти, там и так далее и тому подобное. Все это время нас не оставляли в покое. И группировки, как мы видим, например, да, Кадыров, Ахмад, например, который был очень приближен к Аслану, он оказался тем, кем он оказался. И братья Ямадаевы оказались предателями. Ну и так их много, этих было предателей, ну относительно, конечно, да, не так уж и много их было, но достаточно, чтобы наводить там, чтобы дестабилизировать обстановку. Плюс была информация, я ей верю, русские с тюрем собирали разных там кавказцев, черноволосых, отправляли в Чечню, и там они занимались дестабилизацией. Плюс Басаев, Шамиль рассказывал, как они там уничтожили одного оккупанта, и у него забрали военный билет. В военном билете значилось, что в 98-м, по-моему, или в 97-м году, да, мы понимаем, что с 96 по 99 год мы эти 3 года прожили, ну, как без оккупационных, открытых оккупационных российских войск. У него в военном билете написано, что вот он служил на территории Чеченской Республики. И нас не оставляли в покое. Винить Масхадова в чем-то, винить там чеченский народ. Были ошибки.
были преступные ошибки. Не у Масхадова, у других у наших лидеров были. Я их сейчас обсуждать не буду. Но мы не можем так сказать, что вот там чеченцы не смогли. Ну, фактически то, что ты тут говоришь, получается, что мы из свободы превратили в анархию, да, в беспредел мы превратили. Это тоже было. Но эта преступность, она регулировалась. Масхадов просил Москву, они говорили, у нас террористы, там, то все. Давайте мы вместе, совместно будем делать. Москве это не нужно было. Москве нужно было раскачать ситуацию, дискредитировать Масхадова, дискредитировать молодую нашу страну и после этого вести. И мы, конечно же, были среди нас, которые даже заслуживающие герои, заслуживающие уважения люди, тоже попадались. И не факт, что я не попадусь на это. Это тоже не факт, что если мне завтра какую-то операцию, которая может длиться 2-3 года, по внедрению, по какой-то там разводке меня, и я какую-нибудь глупость совершу. Это тоже, когда против вас кто-то с огромными ресурсами, с огромными возможностями использует какие-то мероприятия, то, конечно же, даже если не 100%, но какой-то успех они достигнут. Это логично. Да? Мы, скажем, прямо не очень образованные, не очень разбирающиеся в таких некоторых тонкостях, да, мы даже не верим, да, вот когда говорил, это человек агент. Я по себе помню, когда я был, первая война, когда еще шла, я был дома, и говорили, что на БТРе приезжает, русские приезжают там кого-то там захватывать или какой-то адрес проверить, и в БТРе сидел человек там, опустив шляпу на глаза, опустив голову и показывал русским, где кто живет, и там, ну, стучал, скажем так. И я был, ну, уже взрослый парень, лет 18-19, наверное, и я не мог поверить, что такое может быть. Наше воспитание, оно не укладывается в голове, что такие люди могут быть. И когда такие люди среди нас возникают, мы не до конца, вот кто не сталкивался, кто не испачкан, не запачкан вот этой грязной, вот этой российской вот этой гнилью, они не могут в это поверить. Это святые люди на самом деле. У нас таких огромное количество. Потом, когда я уже работал адвокатом, когда я читал материалы уголовного дела, когда я на суде допрашивал стукача, сам задавал ему вопросы, то я видел, что такие люди все-таки бывают. И для меня это уже чуть-чуть, ну, как бы, не такое невозможное. Поэтому против нас велась очень сильная работа, она продолжает вестись сегодня, вот в данный момент она ведется против нас, она велась до этого и будет вестись до того момента, пока Россия не развалится, пока ФСБ, вот эта преступная террористическая организация, не будет осуждена международным судом, международным трибуналом. Это будет продолжаться. И зло, которое они сеют, оно будет продолжаться всегда и, ну, вечно, потому что по-другому они не могут. Это, ну, сатанистская организация. Без преувеличения, без каких-то там от себя, я это говорю. Это абсолютно сатанистская. Они работают аузу билля, на сатану они работают. Это правда. Трудно поверить, когда ты не вникаешь в это. Когда ты вникаешь, разбираешься, то это так. Поэтому нам надо быть осторожными, разборчивыми, да, когда нам кто-то что-то говорит, сразу не бросаться, вот там какой-то там святой человек, или там как он правильно там сделал, или как это хорошо. Например, меня очень задевает, когда там говорят, там, вот там Гитлер говорил, что мы какие-то там арийцы, там какие-то там крутые парни. И он сказал, чеченцев не трогайте, там всех остальных там вырежете и так далее. Но, возможно, они хотели с нами какую-то там помощь от нас, да, чтобы, когда они воюют, они так делали, нацисты. И где-то нам, может, какие-то там присылались какие-нибудь там сообщения, что вот давайте будем вместе мочить русских. Но по факту Гитлеру без разницы было,
чеченец это, еврей это, русский это, он завоевывал, и для него были самые сильные, крутые, это немцы, арийцы. Да, он считал, что их нация, их раса это самое высшее, остальное все это так, это там, ну, недолюди. Это так, правда, это такое было. И нам это закидывают, и мы где-то там можем такие вещи говорить, там, что вот там Гитлер там хороший там и так далее. Да, он хороший в плане то, что он коммунистов и Сталина мочил. Но с другой стороны, он бы нас тоже мочил бы. Из двух зол это было меньшее зло по сравнению со Сталиным. Но они оба абсолютное зло. Вот такие вот. Так, чуть-чуть забегая вперед. Так, Эдмамедов, салам Аслан. Объясни, пожалуйста, что такое фашизм? Многие думают, что это не... Так. Так, ну ладно, что это, ну, многие думают, я тогда просто объясню, что такое фашизм. Фашизм это воинствующий нацизм, да, это когда вы считаете, когда, знаете, нацизм отличается от фашизма тем, что во главе нацизма стоит вот этот народ, арийцы, допустим, если брать немцев, да, того периода. А фашизм это во главе стоит государство, и они воинственные, да, они ведут войны, они за свою идею убивают. Если вкратце, там, по-простому, не читая весь твой вопрос, объяснить, то вот что значит фашизм. Так, Митхунчик работает. Асна, я тебе раньше рассказывал, Эд, спасибо за донат. Митхунчик работает. Асна, я тебе раньше рассказывал, я сидел в Чернокозово в 2000 году, много ребят, прошедших минное поле, там запытали. Когда мы станем свободны, я надеюсь, ты поможешь мне судиться с этими преступниками. Да, Алмула. Да, Чернокозово, вообще эти фильтрационные лагеря, так называемые фильтрационные лагеря, это по сравнению с ними концентрационные лагеря, концлагеря, которые здесь были в Европе, немецкие нацистские концлагеря, это курорт. Нацистские концлагеря это курорт по сравнению с тем, что творилось в этих фильтрационных лагерях. И как это после этого не считать, что это фашизм, это русизм? Нет. Я не знаю, как вы, но я не собираюсь это забывать и прощать. Так. Я не миллионер, а миллиардер. Ассаламу алейкум из Киргизстана. Ва алейкум салам. Так, Эд Мамедов. Ва алейкум салам, Киргизстан. Эд Мамедов, это не нация немцы. Чечня не Россия, фашизм это в переводе русский. Так, Абдулла Абдулаев, ты сам молился, говорит, это ты кому? Алена Павленко, если россиянский царек взрывал своих же людей, убивал их, отправляя в виде их там нет, к другим народам, грабя свой же народ, о чем можно говорить? Русских все устраивает, они им довольны. Да, вот в чем вся проблема. Вот в чем вся проблема. Русских это устраивает. И на протяжении веков. Это не сегодня началось. Да, это их устраивает. Так, я чуть-чуть перемотаю, друзья. Как найти ласки бизе шейдей докэвэль и савари да вала амин. Метхунчик работе. Выводили из камеры слабых в коридоре, устрашая остальных, пытали до смерти. Иншаллах, вы ответите за каждого свинорылые преступники. Да, Алмула. Квас, фашизм это крайне воинственный нацизм. Бюхум, щух, короче. Ну, нацизм, он тоже воинственный может быть. Но да, ты прав, так и есть. Но нацизм, он как бы нацию ставит над государством. А фашизм, он государство ставит, империю ставит над нацией.
Так, Люфтваффе. Аслан, давай ближе к теме. Хорошо, давайте тогда ближе к теме. Давайте тогда я вам расскажу одну не очень хорошую вещь, которая произошла совсем недавно. Так, сейчас одну минутку. В прошлый понедельник, 28 октября, Шалинская РОВД или ОМВД, как она сейчас называется, провело рейд и задержало 10 молодых людей в населенном пункте Старый Атаги. 10 человек были забраны, молодые люди от 18 до 30 лет были забраны, запытаны, били током, избивали. Двоих оставили под задержанными, 8 пустили. Это обычная такая карательная операция для выявления инакомыслящих и для вербовки новых агентов. Вот тех ребят, которых забрали, которых пытали, их склоняли, об этом известно, их склоняли для того, чтобы они рассказали, кто кем недоволен, кто, ну, там, вот этой оккупационной властью недоволен. И очень сильно пытали током, ну, очень сильно. Просто неимоверно были пытки. Вот эти черенки от лопат, которых, ну, там привезли целую машину, они их ломали. Вот такие толстые черенки от лопат, они их ломали. Очень сильно пытали током, унижали, оскорбляли. И за большие деньги удалось выкупить некоторых. Двое до сих пор остаются в этих карательных застенках. Изъяли телефоны также, пытались вербовать. Потом, после вот гибели был такой один там бандит, начальник МВД Шалинского района Тамерлан Мусаев. Так вот, этот Тамерлан Мусаев, который принимал участие в убийстве, массовом убийстве в 2017 году молодых ребят на территории полка имени Ахмад Кадыра в Старопромысловском районе. И он как свидетель, я так думаю, я, конечно, не могу точно знать, но он недавно сгорел на работе, как говорится. Он ехал с Москвы, купил автомобиль и врезался, и, короче говоря, сгорел. Или его вывели из-под удара, там, да, сменили документы там, и так далее, или же его просто убрали как свидетеля. Главой администрации Шалинского района является Ибрагимов Турпал Али, который также является матерым убийцей, матерым преступником, который также принимал участие в множествах преступлениях, множество убийств задержано. И вот сейчас эти люди сейчас задержали вот этих молодых людей и очень сильно пытали. У меня возникает вопрос для к россиянам, которые там в Москве там кого-то там дубинкой полицейский ОМОНовец там ударил. О, боже мой, там Орловы, Ганушкины, там разные есть правозащитники, которые именитые, которые на нас, чеченцев, сделали себе имя. Почему эти люди не обращают на это внимания? Почему эти люди никак не реагируют? Почему, ну, конечно, можно сказать, эти родственники не говорят. Ну вот я вам заявляю, да, мы не можем сейчас назвать. Ну давайте отправьте там группу своих правозащитников в сопровождении какой-нибудь московского там полиции или там ОМОНа. Отправьте в Чечню, в Шалинский район, опросите, запишите. Если нужно, опросите меня, я вам предоставлю фамилии, имена людей, которых забирали. Имена, фамилии людей, кто забирал, я вам предоставлю. Ну, вот такие вот такая вот это Россия, да, вот правозащитники, они там борются за права, но они не до конца борются, и они борются за права русских, а не чеченцев. Вот такая своеобразная в России даже это правозащита. Одного отпустили на второй день, как задержали, потом 7 отпустили, двое до сих пор находятся в застенках вот этого Шалинского РОВД.
или ОМВД, как он называется. Вот тем преступникам, которые считают, что ничего не делают, да, и там начальник виноват, там, или тот, кто пытает, виноват. Вот всем сотрудникам вот этого шалинского ОМВД я передаю большой привет и сообщаю им, что вот за это преступление, что вы там где-то там в оцеплении стояли, в коридоре стояли, там в дежурной части вы сидели, там просто вы там довозили, больше ничего вы не делали, или там вы следователем там работаете, или и вы не оперативник какой-нибудь. Нет. Вы все несете за это ответственность. Вы все будете за это отвечать. Главное, вам, понимая, что ситуация меняется, не делайте себе проблем. Вам жить среди этих чеченцев, вам жить на этой территории, вашим детям жить среди нас. Вам никуда не деться от нас. Не делайте этого, не пытайте людей. Я понимаю, что этот Тамерлан Мусаев сгорел, и нужны новые агенты, нужна новая работа, и новому начальнику нужно показать, как он очень хорошо там выявляет каких-то там бандюгов, там делает, ну, палочная система, да, когда у тебя есть там, надо тебе раскрыть там три кражи, там 2 наркомана, сбыта наркотиков, там, я не знаю, 1 убийство. И вот такая есть плановая такая система. Вот эта плановая система сейчас распространяется вот у нас на территории нашей страны. И вы понимаете, что вы понесете за это ответственность. Кто-то миллиарды зарабатывает, кто-то там много зарабатывает, но вы-то столько не зарабатываете, вы 50 тысяч зарабатываете. Вы не можете ради 50 тысяч убивать людей. И это не только вам останется. Мы-то, конечно, как государство, наш закон ни в коем случае на ваших детей ничего не распространяет. Но есть ведь горячие головы, которые не будут за это смотреть. Они будут спрашивать. И, знаете, возникает вопрос, когда касается, там абсолютно невиновные люди забраны, самое главное, абсолютно ни к чему не причастные. Просто профилактическая пытка. Обычная российская пытка, которая распространяется в других российских у них отделениях МВД, у них там по всей России это делается. И это как бы, ну, это такая практика. Вот знаете, что вы совершаете преступление, и вам придется отвечать. Вот сегодняшний, вот позавчерашний, 29-го, когда вы забрали, вот это преступление, оно будет зафиксировано и обязательно останется в надежном месте. А всех родственников, которые пострадали, которые говорят, ну вот, как бы мы, ну, ничего не виноваты, мы ничего не делали, и вот с нами так случилось. Вы думаете, другие точно так же что-то делали, да? Кажется, да, когда кого-то задерживают, кого-то там убивают, ну, значит, он что-то сделал. Ну, был какой-нибудь исламист, был какой-нибудь там убийца, был какой-нибудь плохой человек. Нет. 99%, 99,9% абсолютно невиновные люди. А вся вина некоторых заключается в том, что мы не согласны с оккупацией. Почему мы должны соглашаться с оккупацией? Мы народ, мы нация, мы не просто какие-нибудь там дикари. Мы народ, который никогда не согласится с оккупацией, что бы они ни делали над нами. И если кого-то забрали, это не значит, что он был в чем-то виноват. Это значит, просто ему не повезло. Просто настала его очередь, а завтра настанет ваша очередь. Как сегодня настала очередь от тех ребят из старых атагов. Давайте сообщайте информацию, какая есть, все нарушения. Пишите, сообщайте. Фамилии, имена начальников, кто задерживал, число, дата, когда задерживал, по какому поводу задерживали, какие пытки применялись. Обязательно после того, как к вам применились пытки, обязательно фиксируйте. Вы обязаны просто это фиксировать. Если нельзя на территории, я знаю, что на территории оккупированной Чеченской Республики нельзя в медпункт прийти и сказать, меня побили мусора. Это нельзя. Значит, надо выехать в Ингушетию, значит, нужно выехать в Дагестан, нужно выехать в Москву, ну как-нибудь зафиксировать. Более того, нужно в обязательном порядке сделать фото и видео
по горячим следам, когда вас только что побили. Это не обязательно сейчас это выкладывать куда-то. Или там, если вы не хотите мне присылать или кому-нибудь, вы можете просто делайте видеозапись. Такой-то, такой-то, меня задержали за это, я ни в чем не виноват. Если есть свидетели, вот они рядом садятся и все рассказывают. Как будто у вас берут интервью журналисты. Рассказывайте, кто похищал обязательно, имя, фамилия, должность, звание, число, когда это произошло, место, где это произошло, и в чем вас обвиняли, какие вам побои и травмы нанесены. И вот это ОВД, который находится на Орджоникидзе, город Шали Орджоникидзе 1, это банд-притон, который должен будет отвечать за это преступление в обязательном порядке. Вот, хотел об этом напомнить всем, чтобы вы знали, что за все придется отвечать. И те, кто считает, что я ничего не делал, я простой там клерк, я простой там дежурной части. В дежурной части, кто сидит, они все знают. И это является соучастием. Соучастием. Так, Митхун Чакраборти. Аслан, судя по тому, что я весь в шрамах, освидетельствование мне не обязательно. Они отняли у меня здоровье, мне тогда было 16 лет. Дал Изербаля Валхуйло, Саваш, дал Бикам Буэль, он Мелдин Жол, он Хуна, Уэн Массана, Гуанцан, Мелдин Жол, Хума, Массумна, Вези Аллах, дал Бикам Буэльцан, Массарна, дал Мулацан, Хирамабу. Так. Поехали дальше. Давайте еще немного вопросы, и потом я сделаю еще одно объявление, которое тоже очень важно, по поводу убийства Зелимхана Хангашвили здесь, в Берлине, и еще по поводу еще одного мероприятия. Обязательно сделаю еще объявление. Так, ассаламу алейкум, савежири ежири, доброй ночи всем, алейкум салам, Байсангор. Так. Так. Николай Жулин говорит, лично я считаю, что вы, неся в массы вот такое ваше мнение, переведет к новым кровопролитию невиновных. Лично я считаю, что вы, неся в массы вот такое ваше мнение. Николай, вы опять вы, короче, за своим. Ну я же вам в прошлый раз доходчиво объяснил. Ну перестаньте. Ну как вам не стыдно, а? Ну как вам не стыдно, а? Ну как же так, а? Ну вы же даже, не так уж хорошо пишете, но все равно, вроде же вы грамотный человек, хотя бы хоть что-то смогли тут нацарапать. Ну смотрите, давайте я вам приведу пример. Допустим, 45-й год закончился, нацистов побили и проходит суд. И тут выходит какой-нибудь еврей и говорит, извините, господа, вот над нами устроили геноцид. 6 миллионов евреев убили немцы. Нацистская вот эта власть убила 6 миллионов евреев. И тут выходит такой Николай Жилин и говорит, лично я считаю, вы этому еврею говорите, что вы несете в массы ваше мнение, которое приведет к кровопролитию. Извините, Николай, но именно ваше мнение и ваше преступное бездействие, вы знаете, что в юриспруденции есть такое понятие, как преступное действие, так и преступное бездействие. Вот ваше преступное бездействие русских привело к тому, что над нами совершен акт геноцида, военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности. И вы мне сейчас говорите, не говорить об этом. Значит, когда я с оружием в руках вышел остановить этот геноцид, я террорист и убийца, а когда уже это все случилось, и я уже заявляю как постфактум, что вот такое над нами совершилось, я являюсь провокатором, который призывает там к крови. Конечно, вы убьете. Вы, русские, вы абсолютно
всю свою историю убиваете. Вы другое ничего не умеете. Вы ничего не умеете производить. Все, что вы умеете, это убивать и врать. Это все, что вы умеете. Это вы умеете очень хорошо. Без вообще прекрасно вы умеете и врать, и убивать. И если я об этом говорю, значит я приношу горе кому-то. Вот из-за вашего преступного бездействия, за потаканию преступников, эти преступления совершаются. Если бы русские блогеры, вместо того, чтобы ерундой заниматься, а говорили бы об этих преступлениях, они не говорили бы там где-то кавказец что-то сделал, или там где-то там Медведев, Путин что-то украл. Вас волнует то, что там украли деньги. Но вы убиваете в Сирии тысячами людей. Вы убиваете женщин, детей. Вы бомбите школы. Вы за то, что Басаев пошел в Буденновск. А вы знаете предтечью тому, что Басаев почему пошел в Буденновск? Как он пошел? Почему-то все знают, чтобы остановить войну. А предтечью этим событиям, когда он оказался со своим отрядом в Буденновске. Вы знаете, что в один день ваши самолеты сбросили бомбы и убили 11 или 12 членов его семьи. В основном женщин и детей. Просто так, мирные люди сидят дома, Басаев, Шамиль где-то воюет. Да, он плохой, он там убийца, там, вы его террористом считаете и так далее. Это ваше дело. Но убивайте его. Вы убили женщин, детей. Так вот, он собрал отряды, через 2 недели уже был в Буденновске, захватил весь город. И когда уже бои столкновения начались, отступая, он зашел со своими ранеными в больницу, где маленький отдел, это самая большая больница в Ставрополе находится, и вот это в Буденновске было, отдел, родильный отдел там был. Так вот вы нам всю жизнь рассказываете, что Басаев захватил роддом. И ваш этот Кадыров тоже сейчас рассказывает, что какой позор принес Басаев, захватив роддом. Нет, это была огромнейшая больница, самая большая на Ставрополе. И там было маленькое отдельное родильное отделение. И всех женщин и этих новорожденных Басаев оттуда выпустил после первого же штурма. Потому что понял, что вы будете штурмовать. Что вы будете убивать всех подряд. И вы мне рассказываете, что мы тут такие плохие. И вы понимаете, вот этот случай вы нам вот постоянно под нос тычете. Это от безысходности группа людей идет захват, они смертники были. Он сказал, я сюда умирать пришел. И один день их 8 часов штурмовали. Причем там женщины, дети, все подряд были. Вы просто не смогли туда зайти и захватить эту школу. Вы этих больниц в Сирии, в Чечне, в Украине, где вы только, в Грузии, куда только вы добираетесь, вы уничтожаете вместе с женщинами, с детьми. О чем вы говорите, Николай? Вообще, имейте совесть хотя бы. Так, давайте, вот очень много вы наговорили, давайте перемотаем, я перемотаю ваши вопросы. Антирашизмус. Путлер 30-го приезжал в Венгрию, и это единственная страна в Европе, которая еще впускает его, не арестовывая. Ну, видимо, эти разные люди, которым, ну, агенты влияния или завербованные агенты, конечно, у русских очень много еще со времен Советского Союза, надо признать, и сейчас я это признаю, это не отрицаю, и ФСБ очень сильная организация, и КГБ была очень сильная организация, и ФСБ, вот все вот эти связи, которые имеет, та же, например, Германия, все связи Штази, а Штази это был филиал КГБ здесь в Германии, они продолжают то же самое свое дело, они вербуют, в этом они специалисты, обмануть, спровоцировать, сфальсифицировать, там, опорочить, там, где-то там на какой-то слабости человека поймать и потихонечку довести его, довести до кондиции, что он уже все, он полностью уже марионетка управляемая. Вот, видимо, Венгрия то же самое сейчас творит. Ну, посмотрим, потом умоются кровью, а потом вспомнят. То же самое ждет всех. Никуда не делись эти преступники. Они за эту власть будут драться, и у них атомное оружие. Так, Маждада. Русские влили грязные миллиарды в Европу, отмывая через подставные банки. Сегодня в самой Европе есть прикормыши, как Шрёдер, Ле-Пен и так далее. Абсолютно вот то, что я говорил, Маждад. Совершенно полностью с тобой согласен.
Так, Анзор Рено. Вообще-то Басаев на Кремль шел немного повоевать, так как он сам говорил в одном из интервью. Да, говорил он. Я не совсем в это верю, конечно, но он так говорил. Так, вас квас. Ночи из Германии. Так, это не ко мне вопрос. Так. Митхунчик работы. Почему нам внушают, что в случае попытки быть свободными нас приведет к крови и гибели? Нам должно быть стыдно быть в составе страны, убившей одних только наших детей 42 тысячи. Проснитесь. Конечно, 42 тысячи детей они убили. Это на минутку там в Беслане убили 186 детей. Да, я, конечно, не ставлю ни в коем случае ни одного ребенка, ни одну каплю крови, ни ребенка, ни женщины, ни даже взрослого человека. Но надо просто соотносить эти факты. Мы не можем быть, мы никогда не будем с Россией. Как бы кто бы этого не хотел. И сегодня тот шок, который мы переживаем, это все пройдет. Это прошло, как я в прошлом стриме, помните, говорил, что в 1961 году, когда нас выходили русские на митинг в Грозном и говорили всех обратно чеченцев отправить туда, откуда они вернулись, Сибирь и Среднюю Азию. Через 30 лет мы тогда фактически были бездомными. Мы приехали на свою родину, и у нас не было ничего. Мы жили в коровниках, мы жили там где-то там в сараях, где-то как-то там перебивались как-то. Без денег, без языка. Мы не на курорте были эти 17 лет нашей ссылки. Мы вернулись, ни образования не имеем, ни денег не имеем, ни вообще умерли, практически там 60% наш погибло. И через 30 лет, в 91 году, когда совок уже ослаб, мы были самыми образованными, одними из самых образованных на постсоветском пространстве. По крайней мере, по отношению к русским, да, так называемой титульной нации, мы были более в процентном соотношении более образованы, чем русские. Мы имели при всем при этой дискриминации, запретах, как и сегодня, мы имели генералов, полковников, профессоров, доцентов, ученых, учителей, врачей. Все мы это имели, и мы смогли построить государство. Мы построили такое государство, что соседних государств, соседнего государства, там, со Ставрополя, с Дагестана, с других регионов, приезжали к нам, хлеб покупали, потому что у нас хлеб стоил рубль, или я не помню какая там сумма, но рубль стоил, а в России он стоил 16 рублей. У нас была полная беспошлинная беспошлинная зона, где мы могли торговать всем. Самые большие рынки у нас начали зарождаться. Вы забыли, чеченцы, как мы взлетели просто в финансовом плане. Это при всем при том, что была и блокада, и нам мешали. Но просто эти 2-3 года русские были отвлечены на борьбу за власть в самой России. Им было не до нас. И вот не все силы они прикладывали. У нас вот Хусейн Исханов рассказывал, как они в то время выдавали талоны, государство выдавало талоны на бензин. На каждого члена семьи бесплатно дают талоны. Это где? Где это было в России? Когда-нибудь? Конечно, мы очень-очень конкурентоспособные. И если дать свободу, и русские жили бы нормально, это тоже факт. Если бы русские, вот эти ФСБшники, они же не идейные ФСБшники, они делают это ради наживы. Посмотрите, все друзья Путина миллиардеры, их друзья все миллиардеры, дальше. И все это принадлежит вот Путину, вот он все это захватил. И КГБшники, уберите деньги, вот эта агентура КГБ, которая здесь в Европе есть, там еще где-то есть, вот здесь у нас недалеко от Гамбурга, там Кили есть, разные, они клопообразные. Что у них есть? Уберите финансовую составляющую, и нет никакого ФСБ и КГБ. Нет этой агентуры, не будут за бесплатно люди работать. Они понимают, что там можно заработать деньги, идут и начинают стучать. Они за наш счет делают себе бабки, потому что по-другому они сделать не могут. Они только на человеческом горе и крови могут сделать бабки. Покорить, поработить, сдать, предать, обмануть. Вот что они могут.
И русские так жили бы. У них очень богатая страна по факту. И мы, конечно же, по-настоящему стали свободными, и мы быстро развились. Поэтому у нас очень большой потенциал и очень большие, очень сильные возможности, которые, конечно же, обязательно настанет время, и это наступит. И мы будем приближать этот день как можем каждый день. Каждый божий день мы будем трудиться на то, чтобы как можно быстрее наша страна деоккупировалась, и мы привлекли к ответственности. И обозначили каждого преступника. Каждая фамилия, имя будет занесено. Вот они себя там где-то фиксируют как герои. Вот у нас будет такой же, только вот всех преступников. И мы не будем делить русских преступников и чеченских преступников. У нас будут все они русские для меня, для нас. Они за русский великий мир воюют. Давайте, давайте. Александр Белый, они в Беслане детей убили. Абсолютно верно, Александр Белый. Я как раз занимаюсь одним очень интересным проектом. Он у меня из-за того, что категорически, просто катастрофически не хватает времени на все про все. Я занимаюсь как раз вот этим Бесланом. Я хочу показать и осетинам, в первую очередь осетинам, и другим людям. Чеченцы-то практически все знают, как все это было. Я хочу рассказать, как была ситуация в Беслане. Да, был Владимир Ходов, у которого был брат, который погиб, сражаясь, там, он был другом, соратником Шамиля Басаева. Его этот Владимир пошел на кладбище прочитать Коран, или там на похороны, его там задержали эти спецслужбы России. Завербовали, пытали там, и так далее, и он принял участие. Ему нужно было внедриться в группу Шамиля Басаева. Ну, так как брат отдал жизнь на этом пути, и как бы его брату доверяли, он внедрился, был, и потом вот этот Владимир Ходов рассказал Шамилю Басаеву, что он агент, что он засланный агент. И когда Басаев его поблагодарил и сказал, и что они хотят, чтобы я внедрился к вам, и чтобы я тебя вытянул, он сказал это Шамилю Басаеву, и я тебя вытянул, и чтобы тебя можно было ликвидировать, для ликвидации. Короче говоря, подставить его. Он сказал, тогда скажи словам мы не верим, докажи делами. И вот, и что вы думаете, сделала ФСБ местная, там, или там РУБОП, они там под разными названиями, да, все курируется чекистами, как сегодня убийство чеченцев курируется чекистами, все контролируется чекистами, исполняют вот эти, торпеды или одноразовые, как их сами русские называют. Так вот, Басаев ему сказал, что мы словам не верим, нам нужны дела. И вот Ходов сказал ФСБшникам и этим своим кураторам, и кураторы ему сказали, хорошо. И что они сделали? Они взорвали рынок. Мирный рынок людей, осетин, они взорвали. Понимаете? Помните, был взрыв, было убийство людей, много людей погибло. Потом они взорвали новобранцев, может там, чтобы Басаев был доволен, не просто мирно, да, они-то знают, что мы не кровожадные, они кровожадные, они людоеды, не мы людоеды. И, рынок взорвал, и вообще, ты в своем уме, наверное, сказал Басаев, рынок ты взрываешь, толку от этого. Надо этих военных, и они курсантов взорвали, осетинских курсантов, которые там в Владикавказе были, тоже взорвали, убили, много людей погибло. Вот как они входят в доверие, вот что за страна, вот какие спецслужбы, осетины, русские, проснитесь, к чему вас ведут. Вас так будут убивать. Вот как сейчас в Чечне до очередь сейчас дошла до староатагинцев, до этих 10 молодых ребят. Так же будет доходить и до вас. Просто вы устоите в очереди. И все. Понимаете? Так, давайте я опять перемотаю ваши вопросы. Так, господа, смотрите. Давайте я тут скажу вам один момент. Нас сейчас смотрят 1200 с чем-то человек. Лайки поставили, вот смотрите, 286 человек. Это вообще, это куда годится?
1000 человек безбилетников. Вы же это делаете не для меня, вы для себя делаете это, понимаете? Чем больше увидят то, что я говорю, и тем больше людей проснется, тем больше дойдет до этого. Они боятся не пуль, они боятся слов. Пули, они вперед, они сами не гибнут, а если гибнут, там рядовые гибнут. В основном они вперед вот этих одноразовых, там, своих русских одноразовых, там, чеченоговорящих одноразовых пускают. Вас используют. Поэтому давайте, ставьте, распространяйте. О, уже сколько? 333. Ну мало, давайте. Все, кто не в Чечне, ставим лайки. Так, Амар Амаров поставил лайк. Вот Александр поставил лайк. Люфтваффе поставил лайк. Давайте мы не будем на это отвлекаться. Вот быстро все 1200. Раз, кнопочку нажал, и не трудно. Так, Анзо Бонзо. Ассаламу алейкум. Прочитал информацию о том, что Южную и Северную Осетию планируют объединить в ближайшее время. Как отреагирует на это международное сообщество? Усилятся ли санкции? Ну, я не знаю, усилятся или нет. Эти санкции уже давным-давно уже должны быть усилены. Просто до безобразия эти санкции должны быть усилены. Я не понимаю. Ну, я понимаю, конечно, почему это делается, просто потихонечку себе не навредить, потому что очень много у американцев вот, завязки, потом у европейцев очень много завязки, и все начинают кто-то там ставить, ну, тормозить процесс, скажем так, и вот потихонечку не идет, короче говоря, как хотелось бы нам, например. Я был бы там, я бы им сделал бы санкции. Так. Мистер Робот. Аслама не Бога в очереди стоят, цитата дня, да? 1000 лайки от меня про элефон, говорит. Так. 364. Да ну вас, сейчас выключу вообще, уйду, короче. Так, Кример Клит. Салам Аслам. Бавария смотрит, лайк как всегда, говорит. Крамер Крест. Спасибо, Бавария, приветствую. Салам. Александр Белый. Правда всегда страшна. Да, абсолютно с вами согласен. Правда для лжеца и преступника она страшна. Хани Галили. Аслан, ты чаще напоминай про лайки. Да мне неудобно, если честно, про них напоминать. Лайки. Сами же должны понимать, это же общее дело делаем, да? И, кстати, возвращаясь к тому, что про правду, Франсуа Фенелон такой сказал, люди, ненавидящие правду, ненавидят также и людей, имеющих смелость высказывать ее. Поэтому многие ненавидят нас за то, что мы просто говорим правду. Так, Демон Геймс, что вы тут городите? Не лезь в политику и трогать не будут. Да, не будут трогать. Особенно, знаешь, не тронули вот в 99-м году в Москве, в Волгодонске и в Буйнакске, которые жили у себя дома, женщины, дети, их тоже не трогали. Они не лезли в политику, у себя жили. Потом не трогали в Нордос, кто пошли, потом в Беслан, кто пошли, их тоже не трогали. Да? Конечно, не трогать. Да, и вот несколько дней назад задержали со старых атаков 10 человек, током пытали, 8 отпустили за взятку большую, а 2 еще где-то там под пыткам подвергаются. Они тоже в политику не лезут, конечно же. Ханнес Фишер. Аслан, что скажете про убийство работников Красного Креста, которые были убиты ФСБшниками в больнице в Чечне? Да, Ханес, это был такой случай, такой резонансный случай. Это, ну вот опять же, возвращаясь к этим спецмероприятиям, разным провокациям, которые совершает Россия. Помните, было и потом затем обезглавили одного новозеландца и 3 англичан. И то же самое вот с Красного Креста делал. Тогда была у меня информация по этому поводу, именно по Красному Кресту. Потом выяснилось, что один участник этих убийств уехал на Запад, и ФСБшник, да, который рассказал, что это, и как бы рассчитывал, что его там примут. Ну, не знаю, что с ним случилось, но, по крайней мере, его не выдали России, и слава богу. Да, конечно, Красным Крест убивали. Также убивали
вот этих англичан и новозеландцев и англичан, вот все это было, и я знаю, что они не гнушаются ни перед чем. Я, более того, я абсолютно уверен, что теракт, проведенный в Бостоне братьями Цернаевыми, был инициирован, подготовлен и направлен ФСБ, а точнее ФСБ по Дагестанской республике, по республике Дагестан, так называемой. Что у мэра Махачкалы Саида Амирова были свои банды, которые занимались, ну, они представлялись как маджахеды, как борцы, там, партизаны там, и так далее, повстанцы. И на самом деле были реально люди, которые полностью контролировались, и благодаря тому, что вот это сопротивление партизанское на Кавказе, оно такое сетевое, они автономные, друг другу не подчиняются, ну, вернее, подчиняются, но они автономные и друг от друга не зависят в плане финансового, материального, технического обеспечения. И очень удобно было туда внедрять, да, создал целую группу, вооружил, и вот они тут борцы, бойцы и так далее. И, ну, очень много то, что проводится по отношению со стороны России, это делается руками российских спецслужб. Вот, кстати говоря, вот по поводу объявления, как раз затронули эту тему, я хотел бы зачитать как раз свое вот это объявление. Мы будем 13... Сейчас, одну секунду, я что это сделаю, чтобы можно было вырезать и выложить потом как отдельный ролик. Так, давайте начнем так. Как мы знаем, 23 августа был убит в центре Зелимхан Хангашвили, гражданин Грузии, гражданин Чеченской республики Ичкерия, который защищал свою страну, нашу страну, и на него ранее покушались. Зелимхан Хангашвили пережил покушение в Грузии, потом уехал в Украину, потом уехал сюда. Это человек, который помогал своей стране Грузии, так он был гражданином Грузии, во время вот русской агрессии против Грузии в 2008 году. И мобилизовал там ребят, и очень много помог грузинским, ну, своей стране он помог, что он обязан был делать как добропорядочный гражданин. Был приговорен, он был рядом с Масхадом, много имеет информации по поводу Масхадова, гибели Масхадова и так далее. И на него было совершено последнее покушение, где он был убит. Убит он был через 2 дня после того, как Ангела Меркель отказала просьбе президенту США Дональду Трампу вернуть Россию G7. Я без сомнения, абсолютно зная методы российских спецслужб, зная вот методы вот этой кровавой гибни, утверждаю, что Зелимхан Хангашвили был убит как акт устрашения, его убийства. Как бы не только убить своего врага, которого они много раз пытались, и в конце концов они смогли его убить, но еще это делалось для того, чтобы именно испугать Ангелу Меркель, навести смуту в Германии и в политическом бомонде Германии. Также в этот день, 23 февраля, в пятницу, 23 августа, прошу прощения, в августе мы шли с 6 августа, уже 15-й день или какой, 17-й день мы были в пути, шли марш за верховенство права и справедливости, и мы проводили в это время в швейцарском Берне митинг за верховенство права и справедливости для привлечения к ответственности военной и политические силы преступной России за преступления, совершенные на территории против нашей страны, на территории временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Это акт геноцида, военные преступления, преступления против человечности и акт агрессии против нашей страны.
И это был и сигнал нам. Грубо говоря, ну, как проще говоря, это террористический акт, то есть акт террора, акт запугивания. Прошло уже более 2 месяцев. Задержан сразу же по горячим следам русский бандит, русский убийца, который является сотрудником российских спецслужб. Об этом проводил Bellingcat, независимая расследовательская группа, провела расследование, выяснили, что этот наемный убийца приехал по поддельному паспорту, сперва приехал во Францию и так далее, он зарегистрирован, не зарегистрирован нигде, что это левый паспорт, что только спецслужбы могли выдать, что только через спецслужбы, пограничники российские, это ФСБ, только они могли его пропустить там, значит, это делается на уровне государства. Практически 100% само прибытие такого преступника сюда, это доказанный факт. Когда совершили попытку убийства Скрипалей, был большой резонанс, были высланы люди. И вот мы, чеченцы, заявляем, если гражданин Великобритании Скрипаль, да, на тот момент уже гражданин Великобритании, и применяются вот такие санкции против России, там это была беспрецедентная высылка огромного количества вот этих банд послов, банд вот этих российских банд агентов, которые тут находятся, то по отношению к гибели чеченца никаких действий не происходит. Даже дело не передано в Генеральную прокуратуру. Мы выждали достаточно времени, чтобы посмотреть, как будет реагировать немецкие власти, немецкое правосудие. Мы смотрим, что немцы решили промолчать. И в связи с этим я когда-то читал, и мне это очень сильно напомнило, одну речь одного еврейского раввина, который выступал на митинге, на огромном митинге, который там несколько сот тысяч людей собралось в Америке, когда 28 августа 1963 года, за несколько минут до выступления Мартина Лютера Кинга, если вы знаете, это чернокожий борец за права чернокожих был, который был позже убит, белый человек произнес на ступенях мемориала Линкольна речь. Им был раввин Иоахим Принц. Поведал он о своем прошлом. Когда он был раввином в Берлине во время Адольфа Гитлера, он сказал, я научился многим вещам. Самое главное, что я осознал, пройдя через те чудовищные времена, было то, что фанатизм и ненависть не самая острая проблема. Самая ужасная, позорная, трагическая и постыдная проблема – это молчание. Мы обращаемся к немецким властям. 23 августа было совершено заказное убийство в центре Берлина. Был убит гражданин Грузии и Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Хангашвили. По истечению более 2 месяцев немецкие правоохранительные службы и политики хранят молчание. Стоит напомнить, что убийство Хангашвили произошло через 2 дня после отказа канцлера Германии Ангелы Меркель вернуть преступника Владимира Путина в G7. И точно в то же самое время, когда чеченские правозащитники, активисты и политики проводили акцию в Берне с требованием начать расследование по преступлениям, совершенных политическими и военными силами Российской Федерации на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Путинская банда очередной раз совершила акт устрашения, то есть террористический акт. Мы призываем не молчать. Мы требуем равенства и в правах и справедливости. Для всех, кто хочет посетить эту акцию, она пройдет в Берлине 13 ноября 2019 года с 11 часов до 13 часов. Место – Генеральная прокуратура. Берлин, адрес будет указан под этим видео, будет указан, и здесь на экране вы тоже увидите адрес места, где это будет проводиться, перед зданием Генеральной прокуратуры. Я призываю всех
чеченцев, которые проживают здесь. Туда приедут люди из Австрии на этот митинг, из Франции. Наши известные, знаменитые правозащитники туда приедут. Туда приедет Саид Амин Ибрагимов, туда приедут другие наши известные люди. Я призываю всех чеченцев прийти на этот митинг, и мы должны потребовать, чтобы Генеральная прокуратура, власти Германии ответили нам на наши вопросы. Почему нас убивают, и это дело замалчивается? Почему мы, чеченцы, которые проживаем здесь, в Европе, выдаемся на унижение, пытки и смерть, нарушение всех конвенций? Почему себе европейские государства, в том числе и Германия, позволяют это? Мы не намерены это терпеть. Мы не можем позволить себе за наш счет представлять ваши страны демократическими, цивилизованными, соблюдающими права человека. Нет, права человека не соблюдаются, по крайней мере, по отношению к чеченцам. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Германия и другие страны нам не оказали. Даже оказали помощь. Даже если бы я так говорил, даже если я это утверждал, это было бы абсолютной ложью. Потому что только европейские страны приняли несколько сот тысяч наших граждан. И мы благодарны за это. Благодарны всем, кто нам оказывает помощь. Благодарны как государству, так и гражданам, которые очень сильно нам помогают интегрироваться, обучают наших детей, лечат наших взрослых, помогают нам пережить вот тот геноцид, который мы прожили. Но ничего не закончилось. Как-то, когда мы собрались в правозащитном симпозиуме в Берлине, одна правозащитница, по-моему, из Австрии, сказала, что я знаю чеченцев, которые 20 лет здесь живут, и они ждут, что вот сейчас все изменится, и как бы в замороженном состоянии. Извините, но когда распалась, была разрушена вот эта стена между двумя Германиями, которая была разделена на ГДР и ФРГ, эти люди тоже жили в этом замороженном состоянии. И через 50 лет, или через 40 лет, эти страны, эти люди не перестали хотеть жить свободно от этого преступного КГБшного гнета. Мы никогда не согласимся, мы будем всю жизнь заморожены, мы не 20 лет заморожены, мы 400 лет заморожены, 4 века. И еще 4 века, если потребуется, мы будем замороженными, как это называете вы. Но мы никогда не откажемся от своих прав, у нас есть права. Или же, я призываю и ООН, и Международный институт, и власти Германии, скажите, у вас нет прав. Права распространяются на всех, кроме чеченцев. Мы на это тоже согласны, это будет, по крайней мере, хотя бы честно. Мы призываем вот всех чеченцев, я лично призываю прийти посетить этот митинг. Так, перейдем к вашим вопросам. Уважаемые зрители и мои дорогие друзья. Иван Орлов. Прийти в Генпрокуратуру Германии по поводу несостоявшейся Ичкерии. Иван, надо слушать ушами, и вы поймете, что я сказал. Так, Андрей Малашицкий. Вот Андрея тоже давно не было. Привет, Беларусь. Привет из Беларуси. Говорит. Привет, Андрей. Так. Хватит молчать, чечене. Аслан, ты знаешь, что в селе Котор-Юрт 4 февраля 2000 года Шаманов дал ложный коридор и расстреливали беженца. Я чудом выжил там в этот день. Да, я знаю, хватит молчать, чечене. Да, я это знаю. И в этой колонии были мой малолетний брат, тогда еще моя сестра, моя мама, мой папа. Мои все родственники, да, и по материнской, и по отцовской, потому что и по отцовской, по материнской все происходят из этого населенного пункта.
Да, конечно, я это знаю, и, конечно же, ни Шаманову, ни каким-нибудь другим подонкам мы это не забыли и никогда не забудем. Да, Аллах. Умар Абу Дагестани. На всех, кроме мусульман, правильно будет, Аслан. По всему миру права мусульман ущемляют. Ну, права мусульман тоже, религия в какой-то степени тоже ущемляется, да, я, конечно, не буду с этим спорить. Есть и абсолютные исламофобы, есть ненавистники мусульман, да, хотя в конституциях написано, и в международном праве написано. Но вот эта грань между исламистом и мусульманином, да, ну, крайних форм, да, радикалом, человек, который не приемлет других и считает, там, нужно убивать всех неверных и так далее, и просто мусульманинам, которые исповедуют свою религию, сейчас грань пытаются стереть. И мы должны четко зафиксировать эту грань, мы должны свои права отстаивать, и как мусульмане, и как чеченцы. Но при всем при этом я хочу сказать, что на территории вот Европы, как чеченцы, не ущемляется никто. При всем при этом против нас постоянно ведется работа. И посредством мусульман тоже. К нам внедряются люди, которые отпускают там бороды, говорят там 2-3 суры прочитают и начинают нас обманывать. Мы многие ведемся. Я сам тот человек, который попадался на эти уловки. Поэтому мы все ущемляют и мусульман, ущемляют и свидетелей Иегова, например, сейчас в России. Мы об этом все должны говорить. Поэтому, конечно, бесспорно. Мы должны защищать все права, и мы не можем говорить только за свои права и не говорить за другие. Но на сегодняшний день, я это говорю про чеченцев, сегодня самые ущемленные в правах, урезанные права, это чеченцы. Как на территории вот этой вражеской России, так и на территории Европы. Сублимо X. Аслан, могло убийство Зелимхана являться ответом на ваш поход? Да, конечно, это, ну, знаете, обычно они как бы преследуют несколько целей. Да, это могло быть и связано и с запугиванием нас. Ну, Зелимхан Хангашвили, на него уже покушались несколько раз. И, конечно же, это могло быть как бы уже выбраны цели. Да? На себе я могу сказать, что я тоже как цель определян, и мне уже поступает информация с разных источников, достоверных, в которых я уже как определен, и за меня уже там выплачены суммы. И я официально заявляю, в моей смерти винить Путина и ФСБ. Лично Россия будет виновата в моей смерти. Больше никого не винить. Я не занимаюсь никаким криминалом, я не связан ни с каким, у меня нет ни кровной мести, у меня нет врагов, у меня никогда не было врагов, которые меня могли бы или хотели бы убить. Если что-то со мной случится, конечно же, это ФСБ и лично Путин, вот эта вся банда, которая когда-нибудь все равно будет наказана. И я считаю, что да, это могло быть связано как акт устрашения именно в этот день. Но я также считаю, что это была отместка. Почему я так считаю, что это была отместка Ангелы Меркель за то, что она отказалась принять? Как только вот это убийство произошло, люди, чеченцы, которые проживают, мы тогда были на марше, чеченцы, которые проживают в Берлине, представители нашего правительства в экзиле, которые проживают Рубати, Умар, ну другие, которые у нас там есть, они быстро организовались и провели акцию перед российским банк-притоном, да, который находится в Берлине, так называемое посольство российское. И потом мы провели акцию, и как бы, ну, мы сразу обозначили, чеченцы обозначили, кто виновен в этом убийстве. Теперь тогда мы обозначили, теперь мы уходим перед Генеральной прокуратурой, и мы сейчас будем требовать каких-то нам ответов. Будьте любезны, ответьте нам, пожалуйста, почему вы молчите? Или чеченцы не являются, ну и так далее. Это уже отдельная тема. Так вот, вышли люди и пошли митинговать против администрации Ангелы Меркель. Ангела Меркель вообще не при делах, вообще не виновата в том, что убили Зелимхана Хангашвили или какого-нибудь там чеченца, или убьют
от меня. Ангела Меркель вообще ни при чем. Ангела Меркель принципиально отказала Путину вернуться в G7, хотя на этом настаивал президент США Дональд Трамп. Она проявила принципиальность. И выходят люди, мусульмане, подчеркнутые мусульмане, как я говорю, они выходят и начинают перед этим зданием. Я пытался предупредить, но меня тут начинают обвинять, что я там каким-то чему-то там, ну, короче говоря, много что про меня говорят. И зачем вы туда идете? И в других городах тоже провели вот такие же. И почему-то не перед российским посольством. Где логика? И вот я тогда понял, что это делается для того, даже Сирии какой-то там одетый какой-то военную форму рассказывал, что надо вот обязательно сейчас пойти и этот митинг поддержать. Даже какого-то там нашли там какого-то своего сочувствующего или агента влияния, или действующего сотрудника, я не знаю, как его назвать. Но сам факт остается фактом. Перед зданием Меркель. И я тогда сделал вывод, что это делается именно для того, чтобы это Ангела Меркель. Вот для чего это было сделано. И когда ты им говоришь, ну зачем вы туда идете, вот российское посольство, мне они говорят, взрослые мужчины, у которых борода до пупка, мне говорят, а там лица увидят. А значит, перед Ангелой Меркель там вас фотографировать было нельзя. А перед российским посольством, чонки ты хотел, змажин был, нахкороче, российский посольство, алла, вахцевах был, камел дует. Ладно, это другая тема. Я считаю, что, конечно, преследуют, нас будут убивать, нас будут гнобить, врать. Мы к этому привыкли. Но самое сложное прошло уже. Все. Нету ничего. Нас огромное количество. У нас здесь, мы знаем все языки мира. У нас есть политологи, журналисты. Мы пережили шок. Больше они нам, больше они нам ничего не могут сделать. Они завязли в Украине. Украина никогда им не отступит. Мы всеми силами должны поддерживать Украину. Всеми, кто как может. Морально, материально, физически. Кто как может. Мы должны поддерживать Украину. Как сказал Джохар Дудаев, солнце свободы зайдет со стороны Украины. Мы должны поддержать Украину. Мы должны со всеми быть едиными. Со всеми до единого. И обязательно вступить в НАТО. Обязательно в Евросоюз и в НАТО. И это будет наша гарантия. У нас нет ядерного атомного оружия, чтобы на нас не нападала вот эта варварская страна. Но у нас есть возможность любыми способами войти в НАТО. И вот тогда мы 50-100 лет будем жить в безопасности. И построим свое свободное, правовое, демократическое государство. Да, мулла. И, конечно, были преступления по отношению к нам. И со стороны ООН, и со стороны международных других организаций. Нас отдали на откуп. И, как сказал Ахмед Закаев, нас отдали не просто так вот, отдали и все, забыли про нас. Внимательно наблюдали, что с нами станет. Весь мир, специалисты смотрели, так, что же сейчас будет? Останемся ли мы вообще как нация в живых или нет? Вот как за нами наблюдали. Остались и становимся с каждым днем сильнее. Сханаде хамца во хам бешдац, бир болшдац. Да, мулла. Так что вот такие вот дела. Давайте опять я чуть-чуть отвечу на ваши вопросы. Осталось там пару минут. И я уже заканчиваю. Потому что я вам уже, наверное, надоел. Так. Кто-то меня спрашивает, я уже пропустил, посадят ли Кадырова Ислама. Ну, может посадят, может условно. Там не так сильно он их пытает, поэтому... Я думаю, условным сроком отделается. Но это ерунда, это же ерунда, нам показывает. Это шок для того, кто не знает. Мы знаем, что они творят. Они там, это даже меня просят не рассказывать даже то, что они творят. Они, что русские творят. Для меня нет разницы, русский это или чеченец, который работает на русских и убивает свой народ. Это такой же русский. Все, кто работает в прокуратуре, там, в этой, другой, третьей, которые помогают, это, вы все работаете на русских, вы такие же преступники. Конечно, будет смягчающее обстоятельство, если вы никого лично не убивали, не пытали. Но это не освобождает от статьи «Измена Родины». Так, гражданин мира, мусульман недолюбливают из-за того, что они себя считают верными. Я всех остальных неверными или хуже,
а всех остальных неверно или хуже себя. К сожалению, это факт. Даже в Чечне скажешь, что не делаешь ламас, тебя местные тут же унизят. Но, знаешь, скажем так, да, ты тут в чем-то прав, в чем-то не прав. Неверные христиане нас, мусульман, тоже считают неверными. Мы не на верном пути, это значит. Мы, мусульмане, исповедуют так религию, мы считаем их. Иудеи считают, что и мусульмане, и христиане неверные, потому что они по-другому исповедуют. Это такая тонкая грань, которую я пытаюсь не вмешиваться. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать ее никак. Вообще никакую. Это сугубо его личное дело. И не делает он ламаз или пьет он водку, это его личное дело. И если ты мусульманин, и ты любишь этого человека, и хочешь для него добра и рая, ну, понравься ему, сделай так, чтобы он расположился к тебе, перестал пить эту водку, начал делать ламаз. А не так, о, ты кафир, ты не делаешь ламаз, ты пьешь водку, вот тебя надо убить. Нет, убивать никого нельзя. Даже убийц нельзя, в моем понимании. Потому что жизнь дается Богом. Убийца, если он преступник, есть комфортабельные камеры здесь в Европе, пускай сидят пожизненно. Так, Алис, закончу вот на приятном комплименте, который мне сделала Алиса Хиппи. Аслан, вы очень интересный человек, спасибо вам за стрим. Спасибо вам, Алис, что смотрели, спасибо всем. Я на этом закончу. Спасибо вам большое. Все, ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху. Всем спокойной ночи. Следующий стрим будет в пятницу в 9 часов. Как обычно, 21:00 по Берлину. Запомните, не по Москве, не по Киеву, по Берлину. Все, спокойной ночи, всем всего хорошего.